Ассоциация общества «Уйгурский альянс», действующая в Кыргызстане, провела мероприятие «Навруз» 21 марта 2024 года, собрав вместе уйгуров и молодежь. Собравшиеся на мероприятии уйгуры обсудили важные вопросы о будущем молодежи и общины в регионе. Они также обменялись мнениями по вопросу Восточного Туркестана. Среди участников были почетный председатель ассоциации Алишер и президент ассоциации Шукран Мухамедов. Уйгурский поэт Тахир Хамут Изгил описывает жизнь в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, страх перед арестом и тоску по жизни без преследований. Для уйгурского поэта Тахира Хамута Изгила, которому удавалось оставаться незамеченным до апреля 2017 года, бодрствование по ночам имело более зловещее значение. Его друзья и соседи, многие из которых были такими же писателями и поэтами, как он сам, стремительно исчезали, и он чувствовал себя беспомощным и неуверенным в собственной судьбе. Мемуары Изгила «Ожидание ночного ареста», опубликованные в конце 2023 года, погружают читателя в оруэлловский мир Восточного Туркестана, государства-наблюдателя 21 века, которое Госдепартамент США в 2021 году охарактеризовал как тюрьму под открытым небом. Тим Кук, главный исполнительный директор американского технологического гиганта Apple, отметил важность субподрядчиков Китая в сфере производства для его компании и заявил: «Для нас нет более важной цепи поставок в мире, чем Китай». Кук, посетивший страну для участия в открытии нового розничного магазина Apple в Шанхае, встретился с руководителями субподрядчиков компании в материковом Китае, поставщиком металлических покрытий BIT, производителем сенсорных экранов Lens Technology и производителем электронных деталей Everwin Precision. Президент Колумбии Густаво Петро призвал США, Россию и Китай помочь добиться прекращения огня в секторе Газа. В Совете безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США, увязывающий прекращение огня в Газе с освобождением заложников и призывающих к дипломатии. США, ближайший союзник Израиля, наложили вето на 3 резолюции, призывающие к прекращению огня, начиная с 7 октября. Американский производитель электромобилей Tesla, как сообщается, сократит производство автомобилей в Китае в связи с замедлением роста продаж электромобилей. Согласно сообщению Bloomberg, основанному на источниках, близких к теме, Tesla решила сократить производство автомобилей на своем заводе в Китае в условиях, когда она борется с падением спроса и сильной конкуренцией на рынке. Во время нападения на концертный зал «Крокус» в Москве, столице России, нападавшие в военном камуфляже открыли огонь по многочисленным мирным жителям. Утверждается, что в результате нападения погибли не менее 60 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщил, что 115 человек получили ранения, 60 из них серьезные. В эти выходные в Москве были отменены все спортивные, культурные и другие общественные мероприятия. Белый дом выступил с заявлением по поводу теракта в Москве, заявив, что эти кадры ужасают. Белый дом также отметил, что в настоящее время нет никаких доказательств причастности Украины к нападениям. Как выяснилось, США, Великобритания и многие западные страны предупредили своих граждан о возможном теракте в Москве около 2 недель назад.